Салам алейкум, меня зовут Ибрахим. Меня зовут Эльдар. Добрый вечер. Мы проводим опрос у студентов, у молодежи татарской о Рамадане. И хотел спросить у вас, а вы когда-нибудь держали ураза? Да, держал 2 года подряд. Сейчас будет 3-й год. Машалла, какие у вас впечатления, эмоции остались после того, как вы первый раз держали пост? Первое впечатление достаточно, положительные, наверное, как у большинства людей. Единственное, наверное, что физически немножко сложно, потому что, мне кажется, кто начинает свой первый Рамадан в этом году, подготовиться, наверное, хорошо бы ребятам. То есть это хотя бы за 2 недели до Рамадана, да, начинать чуть-чуть уменьшать порции еды, потому что все-таки, Рамадан это достаточно такой тяжелый для организма физический стресс. И, естественно, если вы подготовитесь немножко заранее и перестанете кушать мучное, условно, соленое, сладкое и так далее, заранее, то вам будет легче в сам Рамадан. Соответственно, можно с организмом приучить чуть-чуть побольше пить воды в это время, и, соответственно, вам будет легче. Алейкум салям, Элина. Очень приятно познакомиться. Что для вас месяц Рамадан? Рамадан — это время, когда люди показывают свою любовь к Богу и показывают свою жертвенность тем, что могут воздерживаться от каких-то благ целый день, чтобы показать свою любовь и уважение к религии. Приходилось ли вам когда-нибудь держать пост? Да, я пробовала держать, но и планирую, может быть, попробовать более строго к себе отнестись, но пока что прям полноценно не получалось. Но в планах есть. Как тебя зовут? Тимур? А меня Ибрахим зовут, приятно познакомиться. Хотели у тебя спросить, в преддверии предстоящего месяца Рамадан, что об этом месяце ты знаешь? Вообще я знаю, что это священный месяц, я знаю, что он не один. Раджаб, Шаубан, сейчас Раджаб идет, Рамадан. Держал ли ты пост вообще? Да, я в прошлом году, первый мой пост был в прошлом году, и очень много разных мероприятий было, и в штабе, и ифтары проводили, с ребятами, со многими виделись. Но было очень, очень круто, и духовно я очень сильно обогатился. Даже тут в этой комнате мы совершали все коллективные намазы, и прям единство чувствовалось прям очень сильно. Какие у вас впечатления от поста остаются, например, летом? Летом же тяжело держать, у нас день очень длинный. Тяжело, но все равно все равно есть чувство легкости даже. В конце дня, да. Легкости в конце дня и вообще, в принципе, в этом месяце такое прям удовлетворение. Приятный месяц. Самый лучший. Салам алейкум, меня зовут Ренат. Приходилось ли вам держать пост? Да, конечно, приходилось. Я уже держу, наверное, третий год. И с каждым годом, прибавляю количество дней, которых я держу. Я родился в деревне, да, и просто с детства я видел, что мои родственники, родители, бабушки, дедушки держат. И это подсознательно уже получается так, что, это нужно, наверное, да, потому что это уже давным-давно было создано кем-то, и они показывали пример. Ты считаешь, этот месяц, какое место занимает для татар и, естественно, для мусульман, потому что многие татары являются мусульманами. Да. Мог бы немножко раскрыть этот вопрос? У большинства, наверное, этот месяц, и в целом это времяпрепровождение является таким достаточно важным. Среди мусульман, конечно, это самое главное считается времяпрепровождение. Наверное, с точки зрения еще какой-то этники, да, этнический, это наш праздник, то есть у татар имею в виду, потому что очень много татар, они этнические мусульмане. Идоль-фитр, конечно. Да. И, соответственно, конечно, для большинства людей, наверное, кто живет в деревнях и так далее, кто в Москве тоже, в частности, и в целом в крупных городах России, для них это в целом достаточно такой важный праздник и важный день, и важный, когда, имею в виду, уже после Рамадана, Ураза Барам, Курбан Барам и так далее. Соответственно, для меня это один из самых главных, считается, для меня. Какие у вас вообще впечатления оставались после поста? Какие можете советовать примерные дать тем, кто планирует держать пост? Потому что скоро месяц Рамадан, осталось меньше 2 месяцев. Я бы посоветовала больше подписываться на различные мусульманские паблики, где подробно описано, какими правилами придерживаться, что лучше для вас подходит. Если вы начинающий, это не страшно совершать какие-то ошибки, поскольку это уже много значит, что вы пробуете. Именно пост Рамадан, он позволяет, во-первых, человеку проявлять дисциплину, контроль. Именно к этому посту нужно подходить осознанно.
грубо говоря, если ты просто держишь, когда я типа маленький был, я там хотел, наверное, угодить родителям, да, грубо говоря. Вот, и я тоже умею типа держать, но это не так. Просто, наверное, со временем ты взрослеешь и понимаешь, что это действительно, ну, что-то важное. Вот, не зря это же придумали. На самом деле, после того, как ты вот это все продержался, там, да, грубо говоря, один день, ты понимаешь, насколько вода становится реально вкусной. И финики, которые, типа, ты раньше не кушал, становятся для тебя просто очень вкусной едой. И ты понимаешь весь их смысл, да. Там много калорий, много железа. Я хочу сказать, что, в принципе, не важно, сколько дней ты держишь пост. Да, основа заключается в том, чтобы ты понимал, зачем ты это делаешь. И если ты осознанно к этому подходишь, и тебе это должно нравиться, то ты должен это делать. И, конечно же, типа, не нужно как-то заставлять себя. То есть, если вдруг там тебе тяжело, и ты понимаешь, что ты к этому не готов, то лучше не держи. Вот, наверное, так. Какие бы ты дал советы, пожелания тем, кто вот еще пост ни разу не держал, но очень хотят провести вот с пользой этот месяц, все 30 дней продержать полностью. К тому же сейчас зима, весна, вот, пост держать намного легче, потому что день сокращается. Ну, на самом деле в Москве очень удобно держать пост, потому что я слышал от ребят, кто с Таджикистана, допустим, у них там вообще очень сильная жара, им тяжело держать вот пост, чисто из-за того, что организм не справляется с жарой. И первый мой совет тем, кто будет держать пост, это пить побольше воды, ну вот в период, когда можно. Не особо налегать на еду, потому что это не самое главное. Самое главное это вот именно воды. Потому что для человека самое главное вот вода, и чтобы все у нас было нормально. Ну и привыкнуть к снам о том, как ты ешь какую-то сладкую еду. У меня первое время были сны о том, как я ем какой-то сладкий торт или жую жвачку, прям очень сильно. Такие сны у меня были. Ну, самое главное это вода. Вот прям совет всем. А вот такой еще вопрос. А какие эмоции, какие вообще впечатления у тебя остались после Рамадана? Я на самом деле от религии был очень далек. И вот когда я начал держать пост во время Рамадана, я очень много узнал от своих братьев, от ребят, других знакомых, кто держит, допустим, вот ребята, я жил с таджиками, они мне рассказали, как правильно держать пост. Я почувствовал очень сильное единение. Я совершил намаз впервые. Я до этого не знал, как все это делать. И в этот период вообще не стоит бояться задавать какие-то вопросы или пробовать что-то делать. Допустим, я думал, намаз это что-то серьезное, вот так вот, ну, как многие люди, кто далек от религии, я так думал. Поверьте мне, когда ты пробуешь совершить, это уже другое совсем. И надо делать. Никто вас не осудит за то, что вы допускаете какие-то ошибки. Главное, исправлять их и узнавать у людей, кто это уже не первый раз делает. Какие бы вы дали советы тем людям, которые еще вот никогда не держали пост, вот у них появилось большое желание? Намерение. Да, это Самое главное намерение. Если И не все сделаешь будет намерение, легко. то день будет очень сложный. Да, самое главное намерение. От намерения зависит то, как пройдет весь твой Рамадан. Штаб Татар ежегодно в период месяца Рамадан приглашает студентов, в том числе молодежь, татар, на совместные ифтары. Вы бы пришли на эти ифтары? Да, мы были, мы придем. И придем. Какие можете советы дать молодежи студенческой татарской? Яшьләр өчен бик киңәш бирә алмыйм. Шулай да үземнән чыгып әйтәсе килә, Рамазан аена бигрәк тә алдан әзерләү, үзеңне әзерләү бигрәк тә иң кирәкле эш дип саныйм мин аны. Теге ашау-эчүдән генә тыелудан дип әйтеп булмый. Эчке дөньяңны да үзеңнең әзерләү бигрәк тә сабырлыкка, түземлеккә дип әйтим инде. Менә анысы бигрәк тә мөһим, анысы бигрәк тә кирәктер дип уйлыйм. Рахмат. Салам алейкум. Какие были бы у вас пожелания тем людям, которые хотели бы держать пост, и советы? Может, на личном примере? Просто осознанно к этому подойти и попробовать продержать начало неделю. Вот, посмотреть, как это будет. В следующем году авось получится больше. Если будет больше, то лучше, значит, вы растете.
Ну и так со временем вы подойдете к результату какому-нибудь, и уже у вас появится там свое понимание и впечатление от этого. Кадрлы дузлар, дорогие друзья, безусловно, месяц Рамадан, пост является неотъемлемой частью нашей татарской мусульманской традиции. И вы, наверное, знаете, сколько есть положительных эффектов, исходов поста, как медицинские, биологические, отражающиеся на здоровье, силе человека, но так и, конечно же, духовные. Поэтому я вас призываю, если даже у вас еще не получалось ни разу держать пост, поставить перед собой эту цель, не бояться ничего, даже если цель кажется неосуществимой, довольно-таки сложной. С вами штаб татар, с вами Аллах. Надейтесь на его поддержку, и, иншаллах, у вас все получится.